Привет, друзья! Это подкаст «Три медведя». Сегодня с нами представители ивент-индустрии. В студии с нами я, Панда. Фархот Холматов. Фархот Холматов. Бехрус Насреддинов, он же Бурый. На записи у нас Белый, это Искандар Мирзаганиев. Он не в кадре. И нам помогает Зибо по записи. С нами сегодня представители ивент-индустрии, очаровательные девушки. Кулы ивент-индустрии. Дилер Муховатова, руководитель компании NextU. Человек-бренд. И Лайло Тагаева, руководитель компании Пурнур. Оча и креатив. Да. Привет, девушки, как настрой ваш? Привет, отличный. Все прекрасно. Супер. Сегодня мы будем говорить об ивент-индустрии и с какими проблемами столкнулось это направление в этот сложный период пандемии. Ну, как говорится, хушом ответ на наш подкаст, тогда поехали. Я думаю, что не стоит задавать сразу серьезных вопросов. Давайте немножко лайтовые. Лайтовые? Вот да. Я думаю, что это очень интересный вопрос. Вот какой примерно был годовой оборот ивент-индустрии до пандемии в целом по республике. Я не считаю это частные мероприятия, только мероприятия, которые вы проводили для юридических лиц. Можете сказать? Бехрус, это трудно подсчитать, потому что мы знаем свои обороты, да, и мы работаем только с юридическими лицами, B2B бизнес, мы не делаем свадьбы и так далее, развлекательного характера, мы проводим только B2B. И поэтому очень сложно. Мы знаем свои обороты, но так как мы одни из ведущих и крупных, может быть, это больше, чем у других. Поэтому в целом подсчитать годовой оборот это сложно. Примерные цифры есть? Я думаю, что примерная цифра это больше 10 миллионов в год. На весь рынок ивент-индустрии, включая по Таджикистану и СОК, Тахатлон, и Юг, Гбау. Все вместе. Лайло, а насколько примерно развит вот этот наш рынок ивент-индустрии? Если говорить о цифрах, буквально 2 минуты назад я вспомнила цифры, связанные с фестивалем еды и музыки. Там было порядка под 1 миллион сомоней бюджет этого мероприятия. И если подсчитать еще другие ивенты, которые мы обслуживали, мы обслуживаем, наверное, один ивент не менее 100 тысяч сомоней. Я думаю, что Дилером очень близка к той цифре, которая тратится. Но здесь нужно учитывать то, что юрлица, ивент-маркетинг у них не всегда там на 1, 2, 3 строчке, да, среди каналов коммуникации. Поэтому мы только зарождаем этот рынок, и я думаю, что обороты будут расти. А сколько вы ивентов в месяц проводите? Мы, в принципе, если это небольшие... у нас была история, когда это было 4 ивента в месяц. У нас есть интересная цифра за прошлый год. Это за 20 дней 18 ивентов мы провели. За 20 дней? За 20 дней. А когда вы успевали готовиться к ним? Успевали. Подготовка была в течение 3 месяцев, но очень интересно. Это была неделя Европейского Союза, и там было именно 18 ивентов за 20 дней. Это разного формата получается? Да, разного формата. И конференции, и приемы, и ярмарки. Замечательно. Футбольный был фестиваль детский. То есть за 20 дней 18 ивентов. Это наше рекордное число. Обычно в год мы проводим в месяц от 2 до 4 мероприятий за месяц. Это в обычном стандартном режиме. А если это такие усиленные... наверное, мы в прошлом году перевыполнили, в этом году будем отдыхать. А вообще, как обстоят дела сегодня? Что изменилось лично у вас? Что изменилось в ваших планах-то? Скажу так, в наших планах не изменилось в планах наших заказчиков, и так как это организации, которые или международные организации, или местные сотовые операторы, они отменили или перенесли ряд мероприятий своих. Но мы надеемся, что это будет в июле месяце, в летом, и пик будет все-таки интересный, такой возрастет. Мне кажется, что после затишья люди захотят больше встречаться и больше проводить мероприятий. Определенные кейсы есть сейчас у вас? Какие-то проекты, которые вы разрабатываете на данный момент? Да, есть. И не один.
Ну, а мы с начала года, вот как началась вся эта история в Китае, мы уже немножко с опасением, не знаю, с какой-то социальной ответственностью подошли к организации мероприятий, потому что, ну, это все-таки скопление людей в каких-то мероприятиях, это, я не знаю, одна из причин как бы, вот, распространения этого вируса. Мы провели 3 мероприятия и морально уже были готовы, что с весны, наверное, и заказов у нас не будет. То есть мы морально к этому подготовились, в таком нокдауне сейчас. Но мы думаем, что сейчас... Как мне понравилась мысль одного очень крутого ивентера в России. Он говорит, что сейчас рефери считает, до 10 нужно до 8 отлежаться, а потом встать и биться дальше. Ивенты — это же вообще офлайновое мероприятие. Сейчас вам брошен вызов, и как вы его приняли? То есть с точки зрения именно вот то, что происходит сейчас на данный момент. Я хочу сказать, что кризис — это всегда новые возможности, всегда новые взгляды, пересмотреть, что-то сделать по-другому, посмотреть, куда идти, в какие направления. И, на мой взгляд, это сейчас очень интересно, что все переходит в онлайн. В России уже проводятся юбилеи онлайн. Банки большие, крупные проводят юбилеи. И это интересно, да? Это изучаешь опыт, сейчас очень много в онлайне. Единственное, конечно, наша проблема, которую, я думаю, все знают, это интернет, который не позволяет нам все это в онлайне для всех делать, да, если это есть у каких-то там 50 человек, это отлично, но когда ты хочешь мероприятия побольше, то это сложнее. Вот. Поэтому, ну, как бы интересно посмотреть и попробовать себя в онлайне. У нас есть задумки, мы сейчас думаем, как это воплотить, с кем, с каким оператором, что это делать дальше. Думаю, что интересно. Это всегда новые возможности кризиса. А у тебя, Лойна? Ну, я немножко расскажу так субъективно, что ли, именно в нашей компании, или говорить только обо мне, самые интересные вещи рождаются, когда вы в каком-то кризисе, я не знаю, когда чего-то не хватает. И именно в таких условиях рождаются, ну, самые креативные идеи, самые нестандартные подходы. Мы сейчас наблюдаем, как узбеки выходят из ситуации, там ивент-индустрия очень сильно развита, онлайн квесты, деловые онлайн-мероприятия. Они в России соорудили какие-то небольшие студии. По-моему, Global Event Forum тоже перешел в онлайн-формат. Конечно, вот здесь нельзя переждать. То есть ты не имеешь права сидеть и наблюдать, что будет происходить. Нужно смотреть, что делают другие. Во-первых, такие большие, сильные ивент-компании. Нужно думать, что можно приземлить в Душанбе и в этих условиях делать, и развиваться именно в этом плане. Плюс мне нравится еще идея заняться обучением. То есть, в принципе, вот дилером, наверное, согласится, никто у нас ивент-менеджеров не обучает, ведущие могут подтянуться, да, потому что огромное количество онлайн-уроков для персонала в ивент-индустрии, поэтому вот здесь каждый пусть ставит какие-то свои приоритеты и развивается в этом плане. Какие убытки понес ивент-бизнес вообще? Полностью, я думаю, что да. Никаких ивентов. То есть все обратилось в ноль. Сейчас я думаю, что в нашей компании мы в этом плане гибкие. То есть мы еще и рекламное агентство, у нас есть BTL-компании, у нас есть несколько онлайн-продуктов. Сейчас все внимание уделено именно онлайн-продуктам. Нужно искать какие-то способы вот здесь вот зарабатывать. Вот мы сидим и думаем об этом. Но то, что сейчас на данный момент есть BTL и сэмплинги проект, который вы ведете. Да. И это очень сильно помогает. Нам повезло еще с другой стороны, что мы сейчас ведем несколько проектов. Во-первых, это продукты первой необходимости. И, во-вторых, это онлайн-приложения, связанные с доставкой и со всеми. То есть и там, и тут мы пока есть возможность содержать компанию в ближайшие 3 месяца. Оставаться на плаву. Да. У нас консалтинговые продукты помогают нам в это время, но обычно мы всегда берем 1-2 продукта на время затишья, и сейчас они как раз у нас работают и тоже помогают нам оставаться на плоту, пока нет офлайн именно проектов. И я согласна с Лайлой, что обучение — это очень интересно сейчас в этот период. Мы, например, поучаствовали в ивентологии, в крупной
конференции по ивенту, которая прошла онлайн, со спикерами, с вопросами. То есть, если нам раньше нужно было выезжать, сейчас мы могли в онлайне здесь посмотреть, не выезжая никуда. Тоже очень удобно, когда ты хочешь обучаться и чему-то учиться интересному. Я согласна с тобой. Ну, как вы думаете, насколько актуальная тема будет, если внедрить вот онлайн обучение, да, допустим, вот как вы сказали, с ведущими, не знаю, можно или обучать, как правильно делать проекты по ивентам. Я насколько думаю, что актуально? Это будет интересно. Почему онлайн интересен? Да? Тут есть несколько преград, с которыми человек борется во время офлайна. Если это конференция, то не все могут встать и задать вопрос. А здесь легче. Ты написал, тебя не видят, и как бы борьба с видео, у кого есть страхи камер, микрофонов и так далее, это преодолимее, да? Это интереснее и удобнее. Почему нет? Это очень интересно. Сейчас очень много проектов переходит в онлайн, конференций, консультантов онлайн. То есть это, думаю, что это будущий шаг. Может быть, потихоньку и перейдет. Но вообще мы любим общаться офлайн, но здесь может быть и нетворкинг построен на онлайне. Думаю, что интересно. Еще один вопрос. Сейчас вы на данный момент уже какие-то убытки свои сокращаете или нет? Расходы ты имеешь в виду? Ну да, расходы. Да, конечно. Мы оптимизируем расходы сразу. Ну, то есть вы сейчас уже запланировали, какие именно сокращения будете делать? Ну, это обычная оптимизация. Арендная плата, зарплата. То есть вы будете уходить на удаленку? Уже на 50% на удаленке, уже как бы половину мы работаем из дома. Ну, а в нашем случае, пока, слава богу, у нас карантин не объявили, мы работаем в том же режиме. Опять-таки расскажу про онлайн-продукты. По-моему, любой компании всегда нужно, особенно ивент-компаниям, предусмотреть варианты продукта, которые можно продавать каждый день. То есть это супер важно, потому что, ивент — это такая история, там, один месяц мы можем вообще не работать, а в следующем месяце мы можем провести 20 ивентов в месяц, да, вот как на примере Next. Поэтому здесь, если ты обладаешь какими-то знаниями и ресурсами, потенциалом, энтузиазмом, желанием, нужно продумывать какие-то продукты и услуги, которые, в принципе, можно продать вот прямо сейчас, и это вполне поможет быть в тонусе. Диларом, ты сказала сейчас о плюсах онлайна. А какие сейчас на данный момент могут быть минусы, если вы уйдете в онлайн? Помимо того, что у нас интернет хороший. Можно я скажу по поводу недостатков онлайн-мероприятий? Ивентеры это озвучивают. Во-первых, если это касается деловых мероприятий, где присутствуют спикеры, и когда спикер не видит аудиторию, ему очень сложно. Очень сложно быть, я не знаю... Сам с собой разговаривать. Да, вот такие ощущения, поэтому мне понравились кейсы, опять-таки, российских ивентеров. Они приглашают дополнительного режиссера, который создает вот эту вот атмосферу, чтобы спикер чувствовал себя комфортно. Человек, который хлопает, человек, который говорит, я здесь. Это обычная дополнительная режиссура мероприятия, чтобы кадр был максимально суперским. Зритель наблюдает, очень много факторов могут его отвлечь. Да, он задает вопросы, да, он раскрепощен, но и при всем при этом много, я не знаю, у кого дети, могут дети отвлекать, он смартфоны и все остальное, такие вещи тоже есть. Но с другой стороны, плюс, что он может пересмотреть, если это из записи. То есть у этого тоже есть свои минусы. Но над этим тоже можно работать. То есть здесь режиссерская работа должна присутствовать, причем очень хорошая. Да, я могу согласиться и не согласиться, потому что все-таки от уровня спикера зависит многое. Так как он выступает, ему не всегда нужен зритель. Он должен выступать и ораторское мастерство иметь сам выступление. Сказать то, что хочет. Да, я думаю, что ты как ведущий сам это понимаешь, да? Работая в студиях закрытых. Да, в радио я сам один с микрофоном. Я думаю, ты онлайн лучше всего. Но что касается зрителя, здесь тоже фишки, вот тоже запись. Ты можешь повторить. Когда ты сидишь в офлайне, смотришь, ты должен был сосредоточен и все внимательно посмотреть. И если будет возможность записи, ты это можешь посмотреть через какое-то время, когда уже пропадает запах
запал, идея уходит у тебя там, или мысль ты теряешь. А здесь ты можешь сразу на репит нажать, посмотреть, да, эту запись и дальше действовать как ты. Ну, как бы тут он больше. Я думаю, самый высокий недостаток — это наш интернет. Если, конечно, у тебя там доступ хороший, абонентская плата, прекрасный интернет летает, это все окей. Но бывает же такое, что у всех 4 провайдеров нет интернета. И тогда вот это... Учитывая того, что абонентская плата хорошая. Да. Кстати, вот я знаю еще одну форму онлайн. Ну, это не всегда, допустим, онлайн-форматы, не всегда деловые. Можно еще использовать, мне кажется, большие компании испытывают сейчас небольшие трудности в коммуникации со своими сотрудниками. Вы знаете, они умудряются проводить какие-то тимбилдинги онлайн, то есть держать всех в тонусе, общаться, мы команда, то есть вот этот поддерживать в них все-таки любовь в компании, и такое практикуется. То есть на самом деле вот нынешняя ситуация, ну, конечно, если ты сильный оптимист и немножко у тебя есть в тебе творчество, надо все равно все переродиться. Все равно ты будешь обязан пересмотреть свои какие-то привычные методы управления компанией, или, не знаю, привычные методы продажи. Вот сейчас, мне кажется, идеальная ситуация просто немножко замедлиться и найти новые способы вот в таких условиях выживать. Мне кажется, это так сильно закалит, особенно представителей ивент-индустрии. Еще мы с Зибо вчера успели пообщаться на тему, что когда все это закончится, это рано или поздно закончится, надеюсь, рано, потребность пойти на какое-то мероприятие или стать частью какого-то события очень сильно вырастет. И артисты, и ивент-компании, и все остальные будут в большом спросе, поэтому нужно вот сейчас вот с такими мыслями относиться к сложившейся ситуации. Ну, как поняли, то, что есть и плюсы, и свои минусы, но конечно, плюсов больше получается в онлайне. Ну, если говорить о мероприятии, которое должно и ссылаться на количество людей, которые должны это увидеть, допустим, если ты спонсор какого-то концерта онлайн, и этот концерт могут увидеть, допустим, не те люди, которые пришли на концерт, да, в каком-то стадионе 10 тысяч людей, а есть потенциал, что это увидят, там, я не знаю, 3 миллиона или 9 миллионов жителей, ну, подумайте. Вложения минимальные, а охват огромный. Я вот задумался, то, что наши организаторы концертов каждый день будут ставить концерты. Зря, почему они сейчас не задумываются. Другие ивент-компании, которые технически обслуживают, они создают условия для этого. То есть сейчас площадки и компании, которые предоставляют какие-то технические оборудование и все остальное, они друг дружке помогают, потому что одни площадки у других создают условия для онлайн-трансляции, третьи приходят, выступают, и все это транслируется. Я думаю, что это классно. Ну, да, я согласна, что это хорошо, просто нужно, наверное, у них мыслей таких пока не возникает, или это не организовывается в таком формате. Может быть, нужно их подтолкнуть к этому. Ну, идея это действительно замечательная идея. Мне нравится, я сегодня новость читала про футбол наш. Что творится в мире, смотрят таджикский футбол. Представляете, концерты наши начнут смотреть. Наконец-то наши звезды выйдут на еще более высокий уровень. Это очень интересно. Ну, действительно, респект нашим футболистам. Да, спорт, ивент, пожалуйста, в какой он сейчас... На каком пике там и ставки делаются, и Украина смотрит, и Испания смотрит, Европа, это же круто. Матчи с Техлол-Худжандом были и ставки тоже, получается. Да, ставки всегда делаются, но просто это уже делается букмекерскими конторами вне нас. Да. Ну, сейчас же никто не играет, поэтому как бы у нас еще карантин не объявляли, и, соответственно, наши пока играют, соответственно, другие страны будут смотреть. Я бы хотел сказать ставки. Отдельный респект вот нашим ребятам, футболистам, которые вот вышли и поддержали, потому что и блогеры Испании, и Италии тоже писали про них. Спасибо, mucho gracias, ташакур, да. Так что спасибо и респект вам, ребята. Ну, давайте перейдем к следующему вопросу. Какими качествами или потенциалом, или возможностями сегодня должен обладать ивент-компания, чтобы выжить?
Ну, я думаю, что ивент-компания, она должна быть многофункциональная. Но у нас, когда возникают трудности или какая-то новая профессия, что-то новое, мы говорим, мы же ивентеры, встаем и делаем, все. То есть ивент и ивент-менеджер, он должен быть разносторонним обязательно, он должен знать все, уметь все. Если не уметь сам, то знать, кто это сделает. Поэтому разносторонность, то я думаю, что очень нужна во всех направлениях. Ну, я бы назвала это больше стрессоустойчивость, потому что ивент это всегда, наверное, все согласятся. Ну, конечно, без стресса никак. План А, план Б. И я думаю, что у тебя должен быть какой-то, давайте назовем это креативный склад ума, чтобы пытаться даже из вот такой вот ситуации вытаскивать что-то позитивное. Вот вы просто подумайте, сейчас потребителей контента в интернете, ну, огромное количество людей. Придумайте что-то, я думаю, что у кого-то должен быть это звездный час, и пусть берут и делают. Вот просто вставай и делай, вместо того, чтобы ныть там и что-то делать. Для меня ивент-менеджер должен обладать, во-первых, стрессоустойчивостью и с каким-то творческим складом ума, вот так вот скажем. Ну, еще бизнес-чуйка здесь надо еще, ну, после всего этого думать, как на этом заработать. Лайло, вот ты занимаешься Bitel акциями в основном, да? Вот в период кризиса рекламные бюджеты компаний, производящих именно товары первой необходимости, как правило, урезают свои бюджеты. Ну, кто-то частично. На что, по вашему мнению, в подобных случаях урезается бюджет? Именно на акции или на рекламную кампанию? Я могу просто рассказать на одном кейсе. Я не знаю, на что в первую очередь урезается бюджет. Вот у меня был клиент Макфа, вернее, он есть. В январе у нас была встреча, он говорит: Лайло, пожалуйста, придумайте акцию, чтобы все это... У меня вот планы вот такие вот. И после того, как, помните, да, в конце февраля случилась вот эта небольшая паника вокруг муки, он продал 3-месячный запас. Я говорю... Самая лучшая акция. Да. Он говорит, мы еще раз встретимся. Я говорю, давайте уже ничего не придумать, потом у вас будет все хорошо. Мне кажется, все будут пытаться оптимизировать везде. Там не будет, что в первую очередь. Ну, когда какой-то кризис, наверное, на рекламе в первую очередь. Хотя я не соглашусь, что это правильно. Да. Компании, которые стрессоустойчивые, у которых запланирована хорошая политика, запланированы финансовые расходы, они не урезают рекламу, поверьте мне. Урезают рекламу слабые и недальновидные руководители. О, как классно. Это из опыта маркетинга. Можно это в заголовок? Можно, почему нет? Еще такой вопрос. Вот во время планирования ивентов первоначально вы проходите какой-то тендер, да? Соответственно, этот тендер бывает где-то за 3 месяца, 4 месяца вперед. Не всегда. Обычно заказчик хочет уже вчера. Не, ну это понятно. Я имею в виду, когда вы проходите предварительный тендер, соответственно, уже когда время ивента подходит, тогда вы просчитываете именно бюджет. И что будет происходить, если, например, как бы урезание этого бюджета? Соответственно, какие риски есть насчет этого, то есть по изменению курса доллара? То есть как вы будете это все просчитывать? Ну, вообще мы обычно все делаем в Самании. Все у нас расчеты ведутся в Самании, и курс доллара мы даже к расчету не берем. Я прошу прощения, это, возможно, и вопрос будет и Лайло, потому что вот хедлайнеры, которые артисты приезжают за рубежом, вы отправляете деньги в долларах, да, допустим, они озвучивают свой гонорар в долларах, и вы отправляете. И бац, на следующий день скачок. Также и с производственными компаниями, то есть ваши подрядчики, например, все свои продукты закупают из Китая, соответственно, курсовка там имеется. Дело в том, что это все зависит, конечно, от взаимоотношений с партнерами, насколько вы с ними тесно работаете. И если человек бизнесмен, он понимает, что бизнес терпит какие-то курсовые разницы, ты садишься за стол переговоров и решаешь с ними эти вопросы, что доллар поднялся, нужно пересмотреть, нам это не хватает или что-то. Обычно идут навстречу и понимают. Ну, конечно, берется за основу государственный курс НБП на день. А у вас было такие в опыте вообще?
Ну, бывали, конечно, и курсовые разницы бывали, и мы и горели, и как бы... Бывало такое, что мы заключаешь с иностранной компанией, и тут, конечно, уже сложно сесть за переговоры, стол и разговаривать с ними. А когда ты ведешь как бы с местным партнером, это можно договориться, зависит от взаимоотношений, насколько это люди, насколько заказчик лоялен к тебе, насколько он готов сесть, принять ситуацию и как бы привести это все в каким-то минимальным потерям. Ну вот здесь с артистами никак не получится, потому что я как сам ивентер, я знаю, что вот по организации концертов и артистов никак. Да, согласна. Там и не объяснишь. Хедлайнеры, наверное, особенно российские, они, как бы, ребята, это ваши проблемы, хотите вот, не хотите, но... Хотя нужно посмотреть, как они будут вести себя после того, как все это закончится и поступит заказ. Нужно просто понаблюдать. Я вчера прочитала в Телеграме Табриза Шахиди, знаете, да, «Империя музыки». Артисты в России за онлайн-концерты в студиях берут такие же гонорары, как на стадионах. И он там обосновывает, почему. То есть он говорит, тут наоборот у вас аудитория больше, то есть скажите за это спасибо. И вот исходя из его поста, и зная, что он работает с огромным количеством артистов, я думаю, что наоборот или цены подскочат, или я не знаю. Ну, после вашего ответа я понял, кому хорошо в онлайне. Ну, реально, вот кому хорошо в онлайне, это получается артистам, которые дают концерт в таком формате. Ну, а по поводу ценообразования, ну, все адекватные, все понимают, что происходит на рынках. Ты не можешь дать, допустим, сегодня цены такие, которые были полгода назад, потому что рынок развивается, все меняется, курс меняется, и ты должен как-то ориентироваться здесь. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием. Я думаю, любой адекватный бизнес должен понимать, что это нормально. Какие еще риски обычно закладываются ивент-компаниями? Вот в нашем случае у меня большое было опасение по поводу команды моей. То есть, ну, предположим, объявят карантин на 1 месяц, ну пусть там 2 месяца, что будет с командой, да? Вот не потеряли ли я тех подрядчиков, с которыми мы работали? Что будет с ребятами, которые работают в команде? Вот у меня вот небольшое опасение по этому поводу. Мне не хочется их подвести, допустим, может быть, у них будут какие-то интересные предложения. У меня вот небольшая вот настороженность именно в этом плане. А во всем остальном нужно просто проявлять творчество. Ну, обычно бывают риски технического характера. Звуковые, монитор, звук, экраны, что-то с подрядчиками подвел ведущий, не прилетел рейсом нужным, или там хедлайнер. Ну, для этого надо заказывать местных ведущих, да. Кстати, как вы думаете, Дилером, мы с вами практически часто работаем с одними и теми же техническими подрядчиками, они будут повышать цены? Ну, я думаю, что мы не дадим им повышать цены. Постоим хоть пообщаются. Нет, рынок, конечно, он будет совсем другим, но я думаю, что на фоне того, что происходит сейчас, да, вот нет резона поднимать цены. Нету резона. Какой резон? Они такие же, как мы, бизнесмены. Они понимали, что нету заказов. Я думаю, что наоборот они будут пересматривать, должны какие-то... Может, даже и подешевле будет. Ну, в зависимости от спроса, конечно. Рынок рождает предложение и спрос, правильно? Насколько мы их часто берем, насколько они были... Говорили иногда, что у нас по 2-3 заказа в день. Сейчас худого шкур пусть будет их 4 заказа в день, но я думаю, что цену поднимать они не должны. Во всяком случае, технического, не знаю, не вижу на это каких предпосылок. Я отправлю ссылку этого подкаста. Сколько времени понадобится, чтобы рынок восстановил себя после, ну, скажем, вот именно ивент-индустрии, когда уже начались вести мероприятия, если это вот все закончится где-то в июне?
Фарход, но вообще сейчас прогнозировать, я думаю, дело неблагодарное, потому что никто не понимает, когда это кончится вообще во всем мире. Даже если у нас это кончится в июне, мы зависим все-таки очень сильно от соседних стран. Центральная Азия сейчас вся охвачена. Насколько это будет как бы все у нас отражаться. И потом впереди лето, обычно это отпуска, каникулы, и вся индустрия начинает работать и просыпаться к сентябрю ближе. В сентябре, после нашего Дня независимости, обычно активность очень сильная начинается, и вплоть там до декабря месяца. Эти все месяцы, они очень активны. Насколько это будет сейчас? Может быть, наоборот, как Лайло говорила, потребность вырастет, то, что мы думаем, в июле начнутся ивенты, все те, которые планировались у компаний до этого вируса. Поэтому тут очень сложно, и думаю, что это неблагодарное дело, и прогнозировать здесь, и думаю, давайте не будем оптимистично смотреться, и если нас захотят, мы в марте сможем что-то выполнить. Ну, в мае, вернее, не в марте, в мае. Если не прогнозировать, можно помечтать. Но в моей голове это, если вы обращаете внимание, витает вопрос, чем ты займешься после того, как карантин закончится. И все говорят, что мы выйдем, погуляем. И этим желанием людей нужно воспользоваться, то есть создать им какие-то идеальные условия, объединиться, пообщаться и организовывать ивенты. И это же ивент. Поэтому я думаю, что если вот так вот супер оптимистично на это смотреть, я очень надеюсь, что потребность к ивентам, неважно, фестивальное, деловое и все остальное, у людей будет какой-то на подсознательном уровне желание объединиться, где-то пообщаться, потому что находиться в 4 стенах такое долгое время не всегда легко. Поэтому я надеюсь, что после пандемии мы станем с Дилером миллионерами. Бигзор Бушат. Да, иншаллах. По поводу того же вопроса, да, то есть сейчас на данный момент ты говоришь о том, что вы вернетесь к работе где-то. Нет, я не говорю, что мы вернемся. Я говорю, что весь сейчас так прогнозируем о том, что где-то в сентябре эта вся шумиха закончится, и в сентябре мы выйдем и начнем работать. То есть то, что говорит Лайло, то есть встретим этот народ и, соответственно, проведем еще ивенты. Но как прогнозируют российские эксперты, соответственно, что это не то, что закончится к осени. То есть может это вылиться и на следующий год? Может быть и так. То есть вы тоже думаете об этом, что это будет какое-то затишье? Нет, не думали, честно тебе скажу. Но я же говорю, что это неблагодарное дело прогнозировать, но, как Лайло говорит, мечтать. Можно только мечтать, да. Почему нет? Чем быстрее, тем лучше. Посмотрим, если как это говорить будет происходить. о Душанбе, если действительно у нас вируса не будет, если во всем мире пойдет спад и к лету все это закончится, я думаю, что уже можно будет вернуться к тому, с чем мы жили до вируса. То есть я думаю, что восстановиться будет достаточно легко, потому что у всех копится желание работать, не знаю, прийти снова в форму и все остальное. Если в Таджикистане будет сохраняться та ситуация, которая сейчас, я думаю, что все будет хорошо. Сильных изменений не будет. Вот в рамках Таджикистана что-то можно говорить. Вот мы сейчас предлагаем нашим клиентам, то есть воспользоваться именно тем моментом, что нету карантина, проводить BTL-акции. Вот мне нравится еще кейс кыргызов. Меня пригласили спикером стать в одном мероприятии, которое называется Грабли Найтс. Они объединяют предпринимателей Центральной Азии в 4 странах, которые будут рассказывать об ошибках, которые они совершали, пока вели свою деятельность. Это тоже очень интересный кейс. То есть давайте все-таки надеяться на лучшее, и что в Таджикистане вот та ситуация, которая на данный момент на улице, она такая же останется. Но будем надеяться на лучшее. Мечтать и надеяться. Лайло, Дилер, 3 золотых правила ивентеров.
чтобы хорошо провести мероприятие? Что нужно? Ну, во-первых, нужно понимать своего заказчика, делать это с большой отдачей, с большой любовью. Во-вторых, нужно просчитать все, проверить обязательно техническое состояние площадки, оборудования и всего, что только можно присмотреть. И второй, и третье, наверное, правило, да, всегда иметь план «Б». О рисках. Это основное правило, да? Всегда иметь план «Б». Да, он у нас всегда есть в компании. Я его не буду озвучивать, потому что сейчас он не работает. Так, и, хочу сказать, что, конечно, должно быть сопровождение проекта всегда. Обязательно ты должен быть всегда готов к каким-то переменам, к каким-то изменениям со стороны... Нет, не только форс-мажорам. У заказчика может поменяться желание что-то сделать. Часто бывает такое? Бывает, да, бывает. И они хотят что-то поменять, и ты должен готов к этому всегда. То есть быть готовым к изменениям в любой момент. В моей голове нет каких-то определенных правил. Я могу все это объединить в одну фразу: нет ничего неважного. В ивент-индустрии вплоть до браслетиков на руках. Все детали, важно. тонкие детали. Должно быть нет ничего не важно, поэтому я могу здесь до утра перечислять правила. То есть, Бог в мелочах, и нужно быть, наверное, с такой мыслью подходить к любому мероприятию. Спасибо, девушки. Рады были вас пригласить на наш подкаст. Напоминаем, что это был подкаст «Три медведя». Подписывайтесь на нас там, где слушаете подкаст. До новых встреч. Мы уже на вас подписаны. Спасибо большое. Дорогие друзья, хотел бы напомнить, сегодня у нас в гостях были Лейла Тагаева, руководитель компании Пурнур, и Дилер Куватова, руководитель компании NextView. Спасибо. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока.